Каждого из дворовых мальчишек жительница поселка Золото Айгуль Елмухаметова знает поименно. Ежедневно наблюдая за футбольными тренировками, горожанка озаботилась вопросом организовать ребятам любительский чемпионат, дабы юные футболисты, посвящающие занятиям любимым видом спорта все свободное время, смогли получить от летних каникул самые яркие впечатления. Соревнования, предшествующие началу нового учебного года, было решено провести под эгидой Всероссийского дня знаний. Заинтересовать руководство профильных организаций, выступая с подобной доброй инициативой, оказалось совсем несложно. Это, наверное, впервые такое происходит в Сибае на сегодня, что женщина, Айгуль ее звать, проявила инициативу самостоятельно. Причем, когда спрашивал, вы от кого представляете, она говорит, нет, я сама по себе просто. Просто такой Айгуль, такая, получается, женщина инициативно, самостоятельно решила организовать турнир между командами приюта, Золото и наших младших спортивную школу мы подключили, чтобы уж побольше игр было. И по ее инициативе, с нашего согласия, там подключился и спорткомитет, и приют. И у нас не за горами, как говорится, новый учебный сезон у детей начинается. Для них будет полезно поиграть перед сезоном, перед учебой, своего рода аккордную точку поставить в своих каникулах. Сама Айгуль Мухаметовна подробно комментировать свой поступок на камеру отказалась. Организовать подобное мероприятие, по ее мнению, под силу любому заинтересованному горожанину. Важно, чтобы сибайцы активнее включали социальную жизнь и проявляли личную инициативу. Проявили инициативу в основном дети из поселка Золото. Они мне предложили провести, может быть, проведем игру какую-нибудь совместно с участием других детей, не с поселка, а поселок там, и дети приюта. Мы решили с детьми из приюта сделать что-то для них приятное, потому что не всегда бывают у них тоже такие игры совместные в городе. Думаем, что будем, наверное, проводить почаще, потому что дети заинтересованы в этом, и будем стараться. К участию в последнем летнем чемпионате, как упоминалось ранее, удалось привлечь 3 команды футболистов. Это юные спортсмены, представляющие сборный состав Сибайского приюта и Юго-Восточного межрайонного центра помощи семье и детям, дворовая команда с поселка Золото, а также ребята, занимающиеся в секции при детской юношеской спортивной школе. 3 команды, 3 места на пьедестале и, главное, удобный круговой формат организации матчей. Играем 2 тайма по 20 минут. Проводим здесь на площадке БШПУ с искусственным покрытием, который турнир по мини-футболу. Формат у нас, мы решили играть 4 в поле, 1 в воротах. Победа в чемпионате по итогам 3 сыгранных матчей была присуждена команде поселка Золото. Все ребята получили самые яркие спортивные впечатления от состоявшегося мероприятия и унесли с собой памятные и почетные грамоты. Между тем, футбольная жизнь в городе, как прокомментировал Михаил Громов, старший тренер-преподаватель детской юношеской спортивной школы, переживает достаточно активный период. В этом году мы впервые тоже заявились, наша городская команда «Шахтостроитель», которую поддерживает, опять же, акционерное общество БШПУ, заявилась участвовать в первенстве города Магнитогорска, большой футбол. Там идет 2 круга, мы все лето практически играем, и турнир закончится только где-то 29 сентября. По отзывам Магнитогорск очень доволен, что мы там играем, принимаем участие судьи, участники говорят с вами. Поинтереснее стало. Это один турнир. Также хотелось бы ответить, что у нас сейчас идет чемпионат города. Он у нас длинный, тоже такого турнира раньше мы не проводили. 8 на 8 мы играем, это поперек поля на большом поле, там 2 поляны у нас. 8 на 8 играем, 2 круга, и у нас этот турнир закончится 7 сентября. Финальная игра Сибайского чемпионата по футболу среди взрослых пройдет в следующий четверг в половине 8 вечера на стадионе Труд. Организаторы приглашают всех посетить данное спортивное мероприятие. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.